4 февраля – Всемирный день борьбы против рака. Рак является ведущей причиной смерти во всем мире. По оценке ВОЗ, без надлежащих вмешательств за период с 2005 по 2015 годы от рака умрет 84 миллиона человек. По Камрадскому району зарегистрировано 967 онкобольных, и это только официальные данные. Из года в год рост онкологии усиливается, рак молодеет. Все больше и больше заболевают молодое население, трудоспособное. На первый план у женщин выходит рак молочной железы, у мужчин рак легкого. Но в этом году, конечно, отмечается и рост других заболеваний, и рак прямой кишки, и рак кожи. 70% онкобольных выявляются в 3-4 стадии заболевания. По этой причине у больного все меньше шансов на полное выздоровление. Врачи-консультанты твердят во всеуслышание, что способ уберечься от рака – это профилактика и занятие спортом. В первую очередь человек должен проходить регулярно диспансеризацию. Даже если у него все хорошо, даже если его абсолютно ничего не беспокоит, он должен регулярно, хотя бы раз в год, а еще лучше 2 раза в год, обращаться к своему врачу, участковому врачу, семейный врач в данном случае, сдавать все необходимые анализы, опять же проходить флюорографию, вот для того, чтобы действительно быть уверенным, что действительно все хорошо. Это первое. Во-вторых, человек все-таки должен стараться как-то упорядочить свой образ жизни. Неправительственная организация «Биязгюль» предпринимает необходимые меры для того, чтобы начать работать с онкобольными, привлекая дополнительные инвестиции и внедряя проекты в данной области. На сегодняшний день могу констатировать тот факт, что онкобольные мало обслуживаются вообще как НПО, так и госструктурами. В Гагаузии как таковой не зарегистрировано, нет функционирующей организации, которая занимается онкобольными. Из-за этого на базе регионального социального центра будут предоставляться различные виды услуг как и для ЛЖВ, так и для онкоуслуг. Это юридическая консультация, кинетотерапия, трудотерапия, психосоциальная поддержка. Четкая система профилактики для большинства онкологических заболеваний до сих пор не разработана, так как до конца не изученными остаются сами причины и пусковые механизмы развития заболевания. Однако лучший врач – сам человек. И для того, чтобы снизить риск заболевания этим недугом, необходимо вести здоровый образ жизни.